Всем мамам посвящается. Столица Ингушетии отныне оберегаема матерью России. Сегодня в Магасе состоялось открытие монумента в честь самого главного человека в жизни каждого из нас. На торжественное мероприятие в республику прибыли делегации из других регионов. Стоит отметить, что памятник стал главной композицией аллеи с одноименным названием. Ее отличительной особенностью является то, что здесь посажено 85 деревьев в честь каждого из субъектов Российской Федерации. Цветы под подножию монумента возложила Мадина Аздоева. В Магасе стало на один памятник больше. Он установлен в честь матерей. На открытии собралось много народу, не только горожане, но и гости из разных регионов России, в основном женщины. Для них, как и для всех, это важное и значимое событие. Республика Ингушетия – это первый, кто открывает памятник матерей. Это самое, наверное, знаете, вот, я даже не могу сказать сердечный, самый, наверное, добрый, самое такое, вот, знаете, святое для каждого человека – это памятник для наших матерей. Очень торжественная обстановка, очень трогательно все. Не знаю, как сказать и выразить эти слова. Памятник скрыт под плотной белой материей, все стоят в ожидании. Их переполняет радость, которую они выражают, благодарят организаторов за проект «А матерей за жизнь». Мы в предвкушении и ждем чего-то грандиозного, и мы уверены, что так будет. Сегодня также День защиты детей, и очень правильная дата для открытия памятника, по моему мнению. И просто я хочу всех поздравить, всех деток, и пожелать им счастья, здоровья и любви. Мы должны радовать своих матерей, заботиться о них. И этот памятник – это лишь малая часть того, что мы можем сделать для них. Я как мать, мне очень приятно, что в нашей республике открывается памятник матери. Это будет целая аллея матери, но во всяком случае будут приходить сюда, вспоминать своих матерей. С появлением на праздник Юнусбека Евкурова и Валентины Петренко началась официальная часть мероприятия, в ходе которой было сказано много душевных слов по случаю открытия памятника, да и в целом в адрес представительниц прекрасного пола. Дорогие наши гости, которые сегодня здесь присутствуют, и члены Совета Федерации, и, бесспорно, матери, или те, которые возглавляют движение «Матерь России» в регионах России, наши соседи. Я искренне рад вас приветствовать сегодня на нашей земле, пожелать успехов, здоровья. Главное, что мы открываем аллею, посвященную матери. Матери не только Ингушетии, матери России. Здесь же открываем памятник, посвященный матери и детям. Основа любого человечка – это, конечно, мать и в светском, и в религиозном плане. По этому поводу очень много сказано, много сложено стихов, песен и романов, и будет и дальше так, пока есть дети, почитающие свою мать. Да, мы вот только отпраздновали 70-летие Великой Победы. И то, что мы открываем памятник и заложили аллею в этот год, вот памятник открываем, это тоже очень символично, потому что самое дорогое женщина отдала фронту – это своих детей и своих мужей. И вот волнительный момент. Настало время самого открытия. Дорогие друзья, давайте поаплодируем этому знаменательному событию в жизни республики. Дорогие друзья, уважаемые гости, мы благодарим вас. Перед всеми предстала целая композиция, где каждый из присутствующих, глядя на нее, увидел отражение чего-то своего, близкого и родного. Конечно, когда вот открыли этот памятник, действительно мы его до сих пор не видели. Это очень красивый памятник, это женщина, олицетворение именно ингушской женщины, матери, которая имеет на руках ребенка и рядом держит двоих своих детей. Очень красиво, очень благородно, очень важно и нужно. Памятник матери расположен на одной из аллей столицы, которая называется «Матери России». Автором эскиза является художница Индира Ильясова, а скульптором – дагестанец Али Магомедов. Композиция 4 метра олицетворяет собой материнскую заботу и красоту. Взор матери установлен на ребенка, которого она бережно держит на руках, а рядом с ней еще двое маленьких детей. На постаменте четко видны слова «Женщина, хранительница очага», и, конечно, как прототип использовался образ ингушской матери. На изготовление ушло не так много времени, сделан он из бронзы, ничего лишнего, никаких универсалей, говорит сам автор. Да, здесь был объявлен конкурс, по конкурсу мы с сыновьями Магомедом, Шамилем, Тимиром выиграли этот конкурс. За короткие сроки было поручено, исполнить его в материале.
Эта аллея станет еще одним местом для отдыха, а 85 деревьев, посаженные по периметру, каждая из которых является именным, станут своего рода хранителями материнского тепла, воплощенного в этом монументе. Мадина Аздоева, Ибрагим Сагов, Ильяс Катиев. Вести Ингушетия.